Международная федерация футбола назвала 3 претендентов на звание лучшего игрока 2020 года. В эту тройку вошли аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также польский нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовский. На звание лучшего тренера года претендуют рулевой английского Лидса Марсело Бьелса, наставник «Баварии» Ханс Дитер Флик и тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп. Награду лучшему вратарю оспорят Алисон Беккер из «Ливерпуля», Мануэль Нойер из «Баварии» и страж ворот «Атлетико» Ян Облак. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате 17 декабря. Футболисты Санкт-Петербургского «Зенита» на своем поле со счетом 3-1 обыграли московское «Динамо» в центральном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба. Еще одно взятие ворот провел Сердар Азмун. Единственный мяч гостей забил Николай Камличенко. Дзюба и Азмун лидируют в гонке бомбардиров лиги. У обоих футболистов по 10 голов. «Зенит» продолжает возглавлять таблицу чемпионата, набрав 38 очков. «Динамовцы» идут четвертыми, имея в активе 30 пунктов. В следующем туре петербуржцы дома примут столичный «Спартак», а «Динамо» в гостях сыграет Сочи. Обе игры пройдут 16 декабря. Гандболистские сборные России сыграли в ничью с командой Франции в матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счетом 28-28. Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя россиянок Антонина Скоробогатченко, забросившая 5 мячей. По итогам 4 игр российская команда занимает первое место в таблице группы 1, набрав 7 очков. Следом с таким же количеством баллов идут француженки. Третью позицию занимают датчанки, четвертую – испанки. Замыкают таблицу представительницы Черногории. В заключительном матче основного раунда турнира россиянки сыграют со сборной Дании. Встреча состоится 20 декабря. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли у подмосковных «Химок» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 96-87. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач. У хозяев площадки самым точным был Алексей Швед. На его счету 26 баллов. ЦСКА одержал 9-ю победу в 13 матчах и идет на первой строке турнирной таблицы Евролиги. Подмосковный клуб занимает последнее 18-е место, имея на счету 11 поражений в 13 встречах. В следующем матче 15 декабря армейцы примут турецкий Анадолу Эфес, а «Химки» днем позже в гостях сыграют с испанской «Барселоной». Перейдем к событиям нашего региона. Гол студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог липецкому ЛКС одержать победу со счетом 3-2 над ставропольской командой Golden Eagle в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Помимо Самплея взятием ворот в составе победителей отметился якутянин Никита Рычков. Еще один мяч забил Александр Войнов. У проигравших отличились Александр Крутый и Анатолий Зыков. Самплей забил 11-й гол в текущем сезоне. Он занимает 4-е место в списке бомбардиров. Его ЛКС располагается на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 30 очков. Golden Eagle идет на 5-й строке, имея на счету 26 пунктов. В следующем туре 19 декабря ЛКС сыграет со «Спартаком», а Golden Eagle днем позже сойдется с «Газпром» Бурением. Якутянин с ДЦП стал победителем всероссийских соревнований по стрельбе из лука, которые прошли в Чите. Как сообщает «Спорт Якутии», Виктор Скрыбыкин выступил в дисциплине блочный лук среди здоровых спортсменов и завоевал золотую медаль. Якутский лучник прошел квалификационный раунд турнира с лучшим показателем. Затем он выиграл 3 спарринга и вышел в финал, где встретился с мастером-международником из Бурятии Сергеем Шенхоровым. По итогам напряженной борьбы Скрыбыкин победил в пристрелке и стал победителем турнира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!